гора Арафат. Арафат – гора в 20 километрах от Мекки. Именно здесь пророк Мухаммед произнес свою последнюю проповедь. Стояние на горе – кульминация хаджа. В этом году вознести молитвы отсюда смогли 810 мусульман из Татарстана. Из них 250 – женщины. Это стало возможным благодаря переговорам президента Рустама Минниханова с властями Саудовской Аравии на заседании группы стратегического видения «Россия. Исламский мир». Конечно же, хадж, он легко не проходит, и болеем, и много ходим, потому что действительно награда за хадж – это вернуться без грехов, да простит Аллах Та'аля все наши прегрешения. Само собой, мы молились за всех, сейчас современные технологии, многие писали, какие дуа им почитать, мы молимся на этой святой земле за вас всех, да дарует Аллах Та'аля всем счастья и благополучия. Что же особо понравилось, то что действительно мы здесь все разного цвета кожи, кто-то белый, кто-то черный, кто-то желтый, и не знаем языков друг друга, но как-то находим общий язык, уступаем, помогаем. Да пусть будет всегда так, чтобы действительно наша многонациональная родина всегда жила в мире и согласии. После стояния на горе Арафат следует обряд побивания сатаны камнями в долине Мина. Все это вековые традиции. Были и нововведения для удобства паломников. Так мусульмане могли воспользоваться электроскутерами. До удаленных святынь пожилых доставляли на автобусе. Самому старшему паломнику из Татарстана 64, самому молодому 21. Сейчас на данный момент мы стоим в долине Мина. Вот видите, на фоне палаточный городок. В этих палатках мы жили около... То есть 5 дней мы здесь жили, народ идет вперед, они идут к мосту Джамарат, где кидают камни в шайтана. Сегодня последний день. Нету никакой давки, все хорошо, все комфортно. Конечно же, каждому мусульманину мы желаем побывать здесь. Не переживайте то, что вы что-то, скорее всего, может быть, не знаете. Мы тоже с Гузалем не все знаем, но у нас есть шпаргалка, у нас есть руководитель нашей группы, где каждый твой шаг, он объясняет, чтобы твой хадж был правильным. Завершающий ритуал жертвоприношения. Сегодня мусульмане всего мира отмечают третий, финальный день Курбан-Байрама. Заколоть священное животное можно до захода солнца. В этом году в республике были организованы 39 площадок для заклания. Алия Хайрудинова, ТНВ, Татарстан, Саудовская Аравия. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.